Пожелание успешной работы во благо Ингушетии. Первый вице-премьер Михаил Илезов представил коллективам двух министерств новых руководителей. Семена довольно-таки хорошего качества, тяжелые на натуру, тяжелые. 500 тонн зерновых, 4 сорта. Первый урожай элитной пшеницы собран на полях агрокомплекса «Сунжа Фаворит». Урок бывает 3 раза в неделю, через день обычно. И я с нетерпением жду. Каждый урок мы что-то готовим, что-то новое узнаем. Гимнастика, швейное дело, кулинария. Около 40 кружков действует в Центре образования Магаса. Расскажем о преимуществах дополнительных занятий. Безопасный переход «Зебра» сотрудники госавтоинспекции с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешехода рекомендуют жителям использовать вот такие вот светоотражающие элементы в одежде. Водитель, сбавь скорость, пешеход. Статистика ДТП растет, а нарушения все те же. Очередной рейд ГИБДД прошел в Магасе. Танцы, пение, рисование. Увлекательно и познавательно. Как проходит приобщение детей к культурным ценностям в ДК Кантышева, расскажем в этом выпуске. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Сегодня первый вице-премьер Михаил Илезов представил коллективам новых руководителей Министерств имущественных отношений и Министерства здравоохранения. Напомню, указом главы Ингушетии Минимущества возглавил Аюб Галаев. В Минздраве утверждена Зарема Альянова. Какие приоритетные задачи обозначили в предстоящей работе назначенца, расскажет наш корреспондент. Отныне курировать сферу здравоохранения в Ингушетии будет Зарема Альянова. Бывший депутат Народного собрания твердо намерена работать на благо региона. Представляя ее главным врачам республиканских медучреждений, первый заместитель председателя правительства Михаил Илезов охарактеризовал утвержденного министра как человека принципиального с большим опытом работы. Зарема Асламбековна в системе здравоохранения достаточно продолжительное время занимала различные позиции, различные должности в системе здравоохранения. Человек в системе здравоохранения не новый. Мы приняли решение, что она, Зарема Асламбековна, достойно будет представлять министерство и в республике, и за пределами. И мы считаем, что под руководством Заремы Асламбековны министерство только будет процветать. Выпускница лечебного факультета Северо-Осетинского госмединститута Зарема Альянова работает в сфере здравоохранения с 1987 года. Начинала медсестрой отделения хирургии сосудов Республиканской клинической больницы. До 2014 года продолжала хирургическую деятельность. После перешла в рентгенологию. 4 года занимала должность заместителя министра здравоохранения. А с 2018 возглавляла отделение лучевой диагностики и РКБ. За свою медицинскую деятельность она не раз удостаивалась государственных наград, в том числе заслуженный врач Российской Федерации и Ингушетии. В новом амплуа ей предстоит вывести систему здравоохранения на новый уровень. Весь коллектив нашего министерства и также весь коллектив руководителей медицинских учреждений понимают важность того, что сегодня мы стоим, может быть, на каком-то новом этапе развития нашей республики. Может быть, мы все-таки сумеем какие-то переломные такие изменения произвести. Но без громких слов самое главное – работать и выполнять свою работу в рамках закона, в рамках Конституции, без нарушения закона и четко, добросовестно выполнять все свои обязанности. Каждый на своем месте, на своем рабочем месте, будь это младший медперсонал, средний, врачи, руководители учреждений, министр здравоохранения, заместители и весь штат нашего ведомства. Поэтому задач и работы у нас очень много. Пустых обещаний давать не буду, но все свои силы, возможности, умения, знания постараюсь приложить для того, чтобы сделать позитивные изменения, произвести какие-то полезные для нашего населения изменения в работе нашего ведомства.
Главная задача обновленных кадров – контроль над исполнением федеральных целевых программ. Особое внимание требует человеческий аспект, набирающий темпы модернизации. Михаил Элезов подчеркнул, что медики обязаны внимательнее относиться к пациентам и должны приложить все усилия, чтобы жители региона получали своевременную, а главное – качественную медицинскую помощь. Наша задача, чтобы по всем тем направлениям, которые мы с вами ведем, чтобы у нас был порядок. Махмуд Макшарипович ставит одно условие. Он говорит, чтобы все было законно, правильно, чтобы мы населению правильно оказывали услуги. Вот. Никаких незаконных вещей он не требует и не говорит, и просит, чтобы никто этого не делал. Не то, что просит, а требует, чтобы мы все работали в рамках правового поля. Изменения произошли в Министерстве имущественных и земельных отношений Ингушетии. Михаил Элезов представил коллективу министерства их нового руководителя. Им стал Аюб Галаев, который ранее занимал различные должности в прокуратуре и Следственном комитете. До него эту должность занимал Руслан Магушков. Приказ о его назначении подписал накануне глава республики Махмуд Али Калиматов. Он отметил, что Аюб Яхьяевич – опытный юрист, чьи знания и профессионализм, по словам главы Ингушетии, будут очень востребованы в сфере, которую ему предстоит возглавить. Вице-премьер пожелал новому министру успехов на новой должности. Также он обозначил задачи на ближайшую перспективу. Нам нужно будет с вами полностью выровнять все вещи, которые мы учитываем по линии имущества и по линии земельных отношений. Мы с вами будем делать электронную базу, электронную систему, где будем прописывать и указывать всю информацию по земле и имуществу. Задач очень много. Вот. Аюб Яхьяевич, вам удачи, успехов, чтобы вы все намеченные задачи выполнили. Имена известны. Круг первостепенных задач обозначен. Здоровые амбиции в наличии. Именно они дают уверенность, что с новыми кадрами Минимущества и здравоохранения в регионе будут демонстрировать самые высокие показатели. Жарадат Хулухоева, Тамара Хашагульгова, Тамерлан Ужахов, Магомед Белакиев. Новости 24. Напомню, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов накануне распорядился об объединении аппаратов администрации главы республики и регионального правительства для исключения дублирующих функций. В ходе заседания также были озвучены имена ряда линейных руководителей. Так, начальником контрольного управления администрации главы и правительства республики назначен Андрей Борисов. Любовь Гитагазова, имеющая значительный опыт работы в органах прокуратуры, в том числе в кадровой службе, возглавила созданное Главное управление по вопросам государственной службы и кадровой политики. Руководителем управления делами главы Ингушетии назначен Мурат Тачиев, опытный юрист, занимавший ранее ответственные должности в МВД республики. Ну и к другим новостям. 500 тонн урожая пшеницы собрано в агрокомплексе «Сунжа Фаворит». Хорошая урожайность как залог вовремя засеянного высшего сорта семян от ведущего хозяйства и должного ухода до момента жатвы. В этом году здесь решили поэкспериментировать, засеяв редкие сорта овощных культур. Дана Плиева оценила масштабы. Лидия, Аксинья, Красадонна и Танаис – это 4 сорта элитной озимой пшеницы, впервые выращенные на полях агрокомплекса «Сунжа». Урожай уже собран и находится на складе. Из-за капризов погоды ожидания аграриев не оправдались, но все же они довольны первым результатом. Была зимняя засуха, были климатические такие условия, неблагоприятные для пшеницы. Да? У нас, тем не менее, мы получили довольно-таки неплохой урожай. Когда мы покупали селекцию, ростовскую селекцию семян, то нам обещали, институт Алабышева обещал, что 60 центнеров мы однозначно возьмем. Там, то как бы мы получили на 20% ниже, но все равно достаточно так. Я хочу сказать, довольны мы этим. За качеством зерна, начиная от этапа его закупки и вплоть до посадки, следит Россельхозцентр региона. Его сотрудники регулярно посещают сельхозпредприятия. Посадочный материал они проверяют на соответствие ГОСТу. Основные показатели – схожесть семян, масса и влажность. Семена довольно-таки хорошего качества, тяжелые на натуру, тяжелые, масса тысяч семян, высокая этих семян, довольно-таки хорошая подработка.
С полей агрокомплекса собрали 500 тонн зерна, 400 из которых планируется распределить по 10 сельхозпредприятиям республики. Семена, обладающие высокой урожайностью, устойчивостью к болезням, готовят для заказчиков. Перед отгрузкой их тщательно обрабатывают. Каждую партию очищают от сорных растений и семян, непригодных для посадки. Далее расфасовка по мешкам. Но прежде, чем эти семена попадут на поле предприятий заказчиков, специалисты Россельхозцентра проведут еще одну проверку качества. Результаты исследования покажут, что по каким-то показателям семенной материал не проходит ГОСТ, в соответствии ГОСТу 52-325. Значит, хозяйство дают рекомендации подобрать новые сита, новые решета, сделать процедуру по очистке, дальнейшей очистки. И так эта процедура ведется до тех пор, пока мы в конечном итоге для потребителей не очистим его до нужных кондиций. Отличился агрокомплекс не только дебютным урожаем зерновых. На полях предприятия впервые в регионе посадили кабачки сорта «Якорь». Угодить овощной культуре оказалось не так сложно. Обильные дожди и плодородная почва способствовали хорошему урожаю. Первую партию уже отправили своему заказчику в Кабардино-Балкарию. Из-за низкого содержания нитратов из ингушских кабачков можно производить даже детское питание. 37 гектаров посадили, значит, более 700 тонн уже убрали, первый слой. И дальше еще 700, ну, предполагаем, где-то 1500 тонн собрать этой продукции. На продукцию сразу с поля собираем такие бурты, потом грузим на КАМАЗы. И, значит, наш заказчик, с кем у нас договор, это первый Георгиевский концерный завод. Они очень рады, значит, за весь период по актам приемки никакого брака нету. Со всего поля брали образцы с разных точек. Эта партия на 1500 тонн. Партия задекларирована. По безопасности она проходит технический регламент Таможенного союза. Значит, каких-то вредных веществ в этой партии кабачков не обнаружено. С таким урожаем в комплексе строят планы по запуску консервного цеха. Руководство Сунжа Фаворит хочет выпускать пюре, кабачковую икру и другие полуфабрикаты под ингушским брендом. Уже подготовлены все документы, идут переговоры с итальянскими специалистами, которые собираются приехать в регион. А на следующий год аграрии планируют освоить другие популярные овощные культуры и, конечно, рассчитывают на богатый урожай. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека запускает горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности. Специалисты дадут подробную информацию о требованиях к сертификатам мясной и рыбной продукции. Также дадут рекомендации по выбору продуктов питания и куда обращаться в случае покупки некачественного товара. Телефон работает круглосуточно. Получить консультацию можно по номеру 8 800 553 49 43. Звонок по России бесплатный. В Ингушетии до конца года планируется открытие 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по проекту «Современная школа». Кроме того, в Центре образования Магаса уже функционирует детский технопарк «Кванториум». Здесь же предусмотрено и получение дополнительного образования. В центре работает порядка 40 кружков. Какие направления осваивают дети после уроков, выясняла Жаредат Халухоева. Плавное движение рук и легкий степенный шаг. Эти элементы национальной лезгинки в исполнении Амина Зариева еще не идеальны в своей технике, но тверды в намерении когда-нибудь показать достоинство и красоту танца на настоящей сцене. Нас научили очень многому движению. Я просто так хотела танцевать в хореографии. Тем более у нас был урок хореографии. Мы в последний раз танцевали и вальс, и лезгинку. С начала учебного года на танцы записалось больше 30 человек, не считая тех, кто хореографией здесь занимается второй год. За это время девочки не просто научились танцевать, но показывают свои умения на различных соревнованиях. Где-то разные постановки. У нас венский вальс, кавказская суита, девичий танец. У нас постановки самые разные. Дети к нам ходят с удовольствием. Мы участвовали в различных фестивалях. Созвездие. Мы сначала прошли отборочный тур, потом мы заняли первое место. В гала-концерте еще участвовали. Так, вперед.
Формируют красивую осанку и в спортивном зале, но уже с помощью гимнастики. Мостики и растяжки здесь направлены не только на эстетику, но и оздоровление. Укрепляют тело и дух перед занятиями вольной борьбы. Желающих положить соперника на лопатки, кстати, насчитывается больше сотни. Сейчас у нас тут открыли филиал спортивного клуба «Чингис». И этот клуб спонсирует инвентарь, дает этой школе экипировку для ребят и оплачивает выезды ребятам. Уже выступали на многих соревнованиях республиканских. И вот так учим, работаем с ними, хотим, чтобы выявились таланты и просто, чтобы ребята были здоровыми. После такой активной тренировки можно и нужно подкрепиться. А где, как не в кулинарной мастерской, это можно сделать? И хотя кашеварят здесь только девочки, они с радостью делятся с остальными приготовленными угощениями. Готовка – процесс долгий и кропотливый, хоть и не лишенный определенной доли удовольствия. А для детей это всегда увлекательное действо. Школьницы с удовольствием посещают занятия, каждый раз узнавая новые рецепты. Урок бывает 3 раза в неделю, через день обычно. И я с нетерпением жду. Каждый урок мы что-то готовим, что-то новое узнаем. Один рецепт я узнала тут, именно в этом кабинете. Ну и в мелочах еще много чего. Пока одни готовят разные вкусности прямо за школьной стеной, вторые распаривают узелки и делают прямые строчки. Швейное дело девочки начинают осваивать уже с 7 класса. Мастерская оборудована самыми современными машинками и необходимыми для работы инструментами. Мы ходим сюда регулярно, несколько раз в неделю с прошлого года. Здесь мы учимся шить, делать оверлок, выкройки, строчки и прочее. Мы уже сделали фартук и юбки. Сейчас также идет процесс. Есть чем заняться и любителям новых технологий. Хади Береханова второй раз посещает занятия по робототехнике. Хочет собрать бота, который бы делал все за нее. Но пока она трудится над моделью лунохода. Ее сконструировать намного легче. Это робот, который можно на нем играться, и он ездит. Какие детали нужно, чтобы собрать вот такого робота? Что нужно? Вот такие детали, колеса. Всего здесь действует 6 площадок, где обучаются около 800 детей от 12 до 18 лет. Их учат создавать мобильные приложения роботов начального уровня, обучают 3D-моделированию и многое другое. Каждое направление готовит детей и помогает им определиться с выбором будущей профессии. Начальный этап у нас Веду 2.1 и Веду 2.0. То есть это для детей 2 класса, то есть начальный от 7 до 10 лет. А для более старших детей у нас есть такие конструкции, как Lego Mindstorm Evo 3, а для углубленного модуля у нас программируются другие роботы. Vex, Tetrix, робот C. Это уже идет на языке программирования C++. Со дня открытия Кванториума мы уже участвовали в региональном чемпионате и уже заняли 1 и 2 места. То есть мы состязались с детьми, которые занимаются уже 2 года, 3 года по робототехнике. То есть у детей интерес очень большой именно по этому направлению. Ну и, конечно же, на 2-м месте IT-программирование. Новые возможности образования, ментальная арифметика, владеть техникой счета на косточках, использовать воображаемый абакус и, главное, задействовать сразу обе руки. Несмотря на то, что эти манипуляции дети начали производить только в этом году, у них уже есть успехи. Решение примеров для них – это увлекательная игра на скорость. Каждый старается дать ответ первым. Цифра 6. Молодец. Неправильно. Молодец. Мы уже трехзначные, двухзначные и однозначные знаем. И мы проходим. Я еще прошла скорочтение с моим одноклассником Артуром. Центр образования – одно из самых крупных подобного рода объектов на территории СКФО. Настоящая школа-гигант, которая помимо качественного обучения может похвастаться и твердой базой дополнительного образования. Учителя старались подбирать кружки по интересам детей. Поэтому занять себя здесь может даже самый привередливый ребенок. Школьники смогут не только получить полезные навыки, но и подтвердить их соответствующим документам. Вот 1 класс детки приходят, они также активно сразу знают, что у нас большое количество кружков. Уже родители интересуются, учителей спрашивают. И вот сейчас уже сформировано расписание внеурочной деятельности. И спрашивают, когда, какие кружки, в какое время они работают. Составляются списки по заявлениям родителей. И ведется эта работа.
Базовые сведения, получаемые на школьных уроках, не могут в полной мере удовлетворить потребности в знаниях, учитывая, что не все способны заниматься самообучением. Значимость эффективной организации дополнительного образования в школе сложно переоценить. Жирдат Хулухуева, Адам Далаков, Новости 24. 8 человек, находившихся в федеральном розыске, задержали накануне в Ингушетии. Среди них лица, которые длительное время скрывались от органов дознания, следствия и суда, сообщает пресс-служба МВД по республике. Среди задержанных 35-летний житель селения Али-Юрт Назрановского района, который разыскивается Магасским районным судом за незаконный оборот наркотических средств. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще один разысканный 32-летний уроженец города Владикавказ также находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотических средств. Долгое время разыскивали правоохранители и 30-летнего жителя города Сунжан, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В Ингушетии зарегистрировано 21 ДТП с начала года только с участием пешеходов. Цифра для региона высокая. Причина в большинстве случаев игнорирования элементарных правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Профилактические рейды сотрудников ГИБДД в Ингушетии не прекращаются. Инспекторы в очередной раз на практике разбирали риски несоблюдения правил дорожного движения в Магасе. К призыву не нарушать присоединился наш корреспондент Михаил Тангиев. Сотрудники госавтоинспекции с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешехода рекомендуют жителям использовать вот такие вот светоотражающие элементы в одежде. Вместе весело шагать и безопаснее по пешеходному переходу, используя светоотражающие элементы. Они помогут быть заметней на дорогах. Особенно это важно для детей, самой незащищенной категории граждан. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий в начале учебного года. Проведение таких мероприятий обязательно, рассказывает капитан полиции Любава Чугина. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов со 2 по 9 сентября текущего года на территории республики было организовано и проведено широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный пешеход-зебра», в рамках которого были отработаны правонарушения, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий непосредственно самой уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходов. В России ужесточили наказание для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. Им грозит до 2500 рублей штрафа. Правда, сколько именно должен заплатить автомобилист, будет решать инспектор. Уже с этого года зарегистрировано 21 ДТП, в которых погибло 3 и получили ранения 23 человека. И это только с участием пешеходов. Нарушители не останавливают ни дорожные разметки, ни присутствие сотрудников ГАИ. Вы понимаете, что вы сейчас создали такую ситуацию, при которой мог пострадать пешеход? Мы просим вас с началом учебного периода быть внимательным, предельно аккуратным на дорогах. Помните, что дети могут появиться в любой момент, и, пожалуйста, вы как водитель предпримите все меры для того, чтобы не случилось дорожно-транспортное происшествие. Спасибо вам большое за понимание и безопасных вам дорог. Водитель с многолетним опытом Адлан Дадаев подчеркивает, немаловажную роль играет взаимоуважение водителей транспортных средств и пешеходов, при том, что последние зачастую сами переходят дорогу в неположенном месте. Пешеход бывает, пешеход шабьяхки волш в неположенном месте переходить дешь. Машина ты хочешь охшина, где ехшул. Если он соблюдает демодизи, он дальше водитель шбат, цана, мой водитель цауиза, хакулар вавиз пешеход. Ишт пешеход, водитель вавиз он дальше. Машина генер, от охшлара и ули хочешь переходить здесь нет. Ишт обоюдно ходишь, дух шадыга. Особенно внимательными должны быть любители вечерних и ночных прогулок. Эти пешеходы в еще большей зоне риска. Родителям самостоятельно передвигающихся в темное время суток детей стоит акцентировать внимание на одежде ребенка. Одной из эффективных мер быть более заметным на дорогах в ночной период времени является ношение на одежде светоотражающих элементов. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют гражданам позаботиться о своей безопасности, выбирать одежду уже со вшитыми встроенными элементами, либо дополнительно оснастить свои рюкзаки, сумки, куртки, зонты, верхнюю одежду специальными светоотражателями. Слабо освещенные пешеходные переходы, отсутствие тротуаров. Причиной ДТП могут быть разные факторы. Единственное, что может минимизировать статистику аварий с участием пешеходов, так это предельная внимательность участников дорожного движения.
Михаил Тангиев, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24. В Магасе практически завершен проект суперсовременного трамвая, которому нет аналогов в мире. Индивидуально разработанный дизайн трамвая выполнен в футуристическом стиле, а гибридный вариант функционирования предполагает работу как от аккумуляторов, так и от солнечных батарей. Движение трамвая может осуществляться как под управлением водителя, так и автопилотом. Один из вагонов адаптирован под инвалидов. Там же имеется массажное кресло, спинки сиденья оснащены аудио и видеогидом на 15 языках. Естественно, трамвай оснащен Wi-Fi, кнопкой вызова полиции и видеонаблюдением. Трамвай, кроме прямого выполнения своих функций, будет одним из главных туристических брендов нашей столицы. Ингушские спортсмены Муса Евлоев и Магомед Мусаев выступят на чемпионате мира по спортивной борьбе в Казахстане. Схватки пройдут с 14 по 22 сентября в столице Нур-Султан и станут отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Нашу страну на чемпионате будет представлять Муса Евлоев. Шанс выступить на столь престижном турнире он получил благодаря победе на чемпионате России по греко-римской борьбе в прошлом году. Далее была подготовка в 3 этапа вместе с национальной сборной, и теперь наш борец делает очередной шаг на пути к олимпийскому золоту. Шансы у Евлоева Мусы, он является действующим чемпионом Европы, чемпион мира. В данный момент он лидер, тем более он подтверждает свой статус. Конечно, у него есть очень хороший соперник, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира Алексанян. Я думаю, этот бой очень будет интересный, этого боя ждут все. И ковер покажет, лучше выиграет. Даландели наш, я думаю, выиграет Муса. Культуру в массы, а детям веселые познавательные кружки. В ДК сельского поселения Кантышева опытные педагоги своих воспитанников приобщают к истокам ингушской народной самобытности. Ежедневно с раннего возраста детей обучают исполнению национального танца, декоративно-прикладному искусству, рисованию, вокалу и не только. Созданные в ДК условия дают возможность развивать творческий потенциал маленьких жителей села. Наш корреспондент с подробностями. Идет направо, песень заводит, налево сказку говорит. В Доме культуры Кантышева разнообразие кружковых занятий. В просторном холле молодых дарований встречает художественный руководитель и творческий наставник Разета Добриева. По ее словам, уже с раннего возраста здесь детей приобщают к культуре и национальным традициям народа. Они сами рисуют и вывешивают потом на конкурс эти же рисунки. Приходят их же родители, и они могут сами рассказать, они же рисуют то, что они думают, это их внутренний мир, поэтому, по-моему, им удобно и рисуют, и показывают рисунки, и, по-моему, у них неплохо получается. Аккуратно и детально вырисовывая каждый контур, трудится Марина Мережкова. В кружок изобразительных искусств она записалась совсем недавно. Мне нравится ходить на кружок, потому что я люблю рисовать, и мне здесь нравится. Со скольки лет ты ходишь в кружок? С 7-го. Ну а тебе удобно сейчас, вот началась учеба, совмещать и учебу, и кружок? Да. Вместительный актовый зал и просторное помещение в ДК вмещают в себя помимо перечисленных еще кружки художественной самодеятельности, хореография, вокальное и прикладное искусство. Детей они увлекают, и сразу после учебы школьники торопятся сюда. Юные зодчие трудятся над своим проектом. Сначала делаем из гипсокартона скелет, а потом мажем раскраской. А потом мы красим его в серый цвет, и мы оборачиваем его пленкой. А потом получается уже желтый. Да. Дом культуры – кузница талантливой молодежи. Хава Барухоева хоть сцены не боится, но очень стеснительно рассказывает. Мечтала петь с малых лет. Мне 10 лет, я давно хожу на эти кружки. Я любила всегда петь и решила пойти в вокальный кружок. Отдельное помещение отвели здесь под раритетные экспонаты. Ингушская маслобойка, старый кувшин, деревянный пандер, ткацкий станок. Помимо этого исторического наследия, ДК может похвастаться и интересным фондом библиотеки. У нас большой фонд, около 17 тысяч. Посещений есть, читатели ходят.
Литература есть по всем отраслям знаний. Просвещение и культура – два разных, но столь важных направления. Из-за стен библиотеки доносятся родные мотивы национальной лезгинки. И почитать, и спеть, и в танце поучаствовать. Здесь можно все. И это Дом культуры. Муса Измайлов, Айдан Мережков, Майрбек Межоев. Новости 24. Самые гостеприимные люди в России живут на Кавказе. Такой результат показал опрос на популярном во всем мире сервисе для путешественников. 3/4 туристов считают россиян гостеприимной нацией. А главным признаком радушия – готовность помочь в сложной ситуации. По мнению участников опроса, самые гостеприимные люди живут на Кавказе и в южных регионах страны. На втором месте – Сибирь, на третьем – Центральная Россия. Помимо бескорыстности, респонденты отметили дружелюбие. Вежливыми, улыбчивыми и любезными охарактеризовал россиян каждый 10-й респондент. Сейчас анонс. Завтра в 21:00 в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО» с Зелимханом Акалоевым. И вот что вы увидите. Яблочный рай. Рекордный урожай, сорта только высокого качества. От Golden Delicious до Реджона Принц. Новый сорт очень хороший, очень красивый, приятный на вкус, сладкий, с слабой кислинкой. Сад-гигант Ингушетия собирает плоды. Главное, чтобы яблоки не остались на снегу. Ангел-хранитель или везунчик с рождения. В Дагестане из окна 4-го этажа выпал 2-летний ребенок. Он так закрытыми глазами кричал, плакал. Потом его взяла тетя и туда понесла на скамейку. Как удалось выжить после полета с такой высоты? Не косметическое, а капитальное обновление. Успеть до конца декабря. В этой поликлинике лечат детей не 1 десяток лет. За это время она изрядно прохудилась, ей и самой не мешало оздоровиться. Поэтому тут вот коренная модернизация. В Ставропольском крае продолжается ремонт детской больницы и поликлиники. Теплый прием. Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан. Прилет бойца до последнего держался в секрете. Просто не хотели ажиотажа, чтобы много людей в аэропорт приехало там, и так далее. Из-за этого прилетели чуть ночью, когда все люди спят. А так, я думаю, что подарим хорошую встречу для наших земляков. Блестящая победа и очередная защита титула чемпиона UFC в легком весе. По следам древних горных фруктовых садов Карачаево-Черкесии. Обследование территории и селекция. В том числе увидеть дикорастущие яблони и груши, и, возможно, и косточковые культуры, такие как алыча, в природе. Научная экспедиция завершила свою работу в регионе. 50 уникальных работ. Пейзаж, историческая картина, портрет, путь к творческому достижению. Горцы в засаде, паломники, неудачный набег, воззвание к народу. Через эти живописные картины мастер учит видеть прекрасное и призывает к добру и миру. В Ингушетии состоялось открытие персональной выставки художника Алимпаши Джамалдинова. Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.